Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. По случаю переизбрания на высший пост президента Республики Таджикистан на имя основателя мира и национального единства лидера нации, уважаемого Эмиль Рахмона, поступают сердечные поздравления глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей различных международных и региональных организаций, а также видных деятелей государственных и общественных деятелей. В поздравительной телеграмме президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайда Аль-Нахайна сказано следующее. Ваше превосходительство, Эмиль Рахмон, президент Республики Таджикистан. Я весьма рад, и для меня большая честь искренне поздравить вас с переизбранием на новый президентский срок. Желаю вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружественному народу Республики Таджикистан дальнейшего развития и процветания. Примите мои чувства глубокого к вам уважения. Президент группы Исламского банка развития доктор Бандар Хаджар в поздравительной телеграмме отмечает: ваше превосходительство. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуллаху. От имени Исламского банка развития хочу искренне поздравить вас, ваше превосходительство, с переизбранием на пост президента Республики Таджикистан. Прошу от Всевышнего вам успехов в продолжении руководства благородным народом Таджикистана на пути дальнейшего значительного прогресса, а также процветания и социально-экономического развития Республики Таджикистан. Пользуясь благоприятной возможностью, выражаю готовность Исламского банка развития к укреплению сотрудничества с Республикой Таджикистан, особенно в рамках принятия неотложных мер по экономическому восстановлению и развитию постковидный период. Выражаю надежду, что существующие крепкие связи между Республикой Таджикистан и Исламским банком развития еще больше укрепятся в свете достижения целей устойчивого развития, которые признаны во всем мире. Прошу принять, ваше превосходительство, мои добрые пожелания. И поздравительные послания в адрес лидера нации также поступили от имени шейха Мухаммеда бен Рашида Аль-Мактум, вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и эмира Дубая шейха Мухаммада бен Зойда Аль-Нахайна, наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, а также патриарха Московской и всей Руси Кирилла. Наряду с пропагандой здорового образа жизни человека, спорт является также одним из средств укрепления дружбы и сотрудничества народов и стран мира. Также спорт – это важная школа мировоспринятия, тесное представление, сближение разных наций и народов и взаимовыгодное сотрудничество между государствами. В Таджикистане большое значение придается развитию спорта. В связи с этим продолжается строительство крупнейшего в столице стадиона на 30 тысяч мест. Данный объект, который занимает 9 гектаров, расположен на улице Низами Ганджави и будет сдан в эксплуатацию к 30-летию государственной независимости. Продолжается строительство крупнейшего в столице стадиона на 30 тысяч мест. Данный объект, который занимает 9 гектаров, расположен на улице Низами Ганджави и будет сдан в эксплуатацию к 30-летию государственной независимости. Строительные работы, которые сейчас идут полным ходом, находятся под постоянным контролем руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Согласно проекту, стадион будет состоять из 2 уровней. В настоящее время ведутся железобетонные работы на верхних этажах здания с использованием необходимого оборудования и механизмов и соблюдением требований градостроительной отрасли. Здесь будут созданы современные условия для проведения различных спортивных и культурных мероприятий. На его территории запланировано создание вспомогательных помещений, а также стоянки для автомашин. Стадион будет состоять из 4 трибун, которые разместятся на 2 ярусах. Площадь футбольного поля на этом современном стадионе составит 105 на 68 метров. На первом открытом этаже под восточной и западной трибунами стадиона запланировано строительство раздевалки для спортсменов и судей, душевой и медицинского пункта. Также здесь будут построены тренировочные залы и кафе. Для гостей запланировано строительство отдельных кабинетов в общей сложности на 448 мест, площадки для гуляний на высоте более 9 метров и других вспомогательных объектов. Каждая трибуна и часть стадиона будут иметь отдельные входы. Следует подчеркнуть, что в период государственной независимости сфера спорта получила большое развитие, а для спортсменов страны созданы современные условия для тренировок. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, Мехрузи Джума. Новости.
За первые 9 месяцев 2020 года из городов и районов Хатлонской области экспортировано около 104 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе овощей, фруктов, бахчевых, что на 14 246 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году хозяйственники этой области получили богатый урожай лука, овощей и фруктов. Особенно это касается граната. Продолжит тему Зумрат Файзиева. Гранатовые угодья общества с ограниченной ответственностью Бог-и-Анор в Нуреке занимают 140 гектаров, из которых 64 уже убраны. Саженцы для этого сада фермеры получили в районах Дарвас, Дашти-Джум и Дусти. Эти сорта адаптированы к местному климату, и саженцы, которые были посажены 5 лет назад, уже плодоносят. Фермеры посадили более 500 кустов граната на гектар. Из каждого куста получили урожай до 40 килограммов, а с гектара до 20 тонн этого сочного продукта, наполненного витаминами. В этом году и в других хозяйствах собрали обильный урожай граната, поэтому на рынках этот полезный, экологически чистый продукт можно приобрести по очень доступной цене. Благоприятный климат Нурека позволяет садоводам получать от своего труда максимум выгоды. В других дихканских хозяйствах Хатлонской области площадь гранатовых садов достигает 1156 гектаров. А всего по республике гранатовые сады занимают 5156 гектаров. Гранат очень подходит для хранения и экспорта. Гранат – один из самых древних плодоносящих растений, которые возделывали в наших краях. Зерна граната содержат множество витаминов – С, В6, В12, П. Также высока концентрация микроэлементов – кальций, магний, калий, марганец, фосфор, йод, железо, натрий. Сок граната укрепляет сосуды, нормализует артериальное давление, способствует кроветворению, активному синтезу гемоглобина и эритроцитов. Гранат обладает впечатляющим противовоспалительным эффектом, повышает физическую работоспособность и иммунитет. Кожура граната с давних пор в народной медицине используется как укрепляющее средство. В древние времена гранат считался символом плодовитости и лекарством от всех болезней. Некоторые историки считают, что именно гранат был тем самым запретным плодом, которым соблазнилась Ева. Зумрат Файзиева, Дильшоти Хушвахт, Гульчахрай Сатор. Новости. Эстетическое воспитание направлено на развитие способностей детей воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать, приближаясь тем самым к различным видам художественной деятельности. Одним из ярких средств эстетического воспитания является музыка. При обращении детей к музыкальному искусству воспитывает духовно-нравственную и творческую личность. Своими особыми присущими только ей средствами музыка воспитывает понимание прекрасного, развивает эстетическое отношение как к искусству, так и к окружающей жизни. И чем раньше человек встретится с ней, тем скорее он сможет овладеть всей духовной культурой, стать всесторонней, гармонично развитой личностью. Душанбинская музыкальная школа номер 1 имени выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского – одно из старейших образовательных учреждений страны, из стен которого получило путевку в мир музыки не одно поколение выпускников. Многие из них продолжили эстафету, старт которому задали опытные педагоги Севара Гульматова, Нина Бабукалонова, Замира Атаханова, Тихрон Хаитов, Лариса Шамилова, Евгения Малышева и много-много других, за плечами которых не один десяток лет служения музыке, итогами которых становится подготовка к профессиональной деятельности ребят, еще, казалось бы, недавно неуверенно переступивших порог этого маленького храма искусства, а позже, благодаря терпению и таланту, становящихся юными виртуозами в игре на самых разных инструментах, от скрипки до дойры. В
этом году мы вообще планируем побольше использовать ансамблевых номеров, потому что детям это очень нравится, и очень они всегда отзываются на том, чтобы играть именно в ансамбле. И не только с преподавателями, а между детьми. То есть вот это вот нововведение мы обсуждали, и даже хотим, чтобы это было разные преподаватели, дети одного класса, но преподаватель, чтобы разным было, чтобы им было интересно. В этом году мы сделали неплохой набор и продолжаем принимать детей на разные отделения. И дети приходят, причем разных возрастов, и разные направления выбирают. Народные очень в этом году, что очень приятно, выбирают, приходят дети. Ну, а также, как всегда, популярны фортепиано, скрипка. Преодолевая преграды, осваивая гаммы и этюды, дети, постигая азы искусства, делают первые шаги на школьной сцене. Ну а в роли первых зрителей – родители и педагоги. Это и есть опыт маленьких артистов – под овации и аплодисменты. Традиционный осенний концерт в школе Чайковского в этом учебном году был продемонстрирован в новом формате. В этом году мы решили расширить рамки нашего концерта и пригласить наших коллег из других музыкальных школ. Ну, я, как уже сказала, не столько наши коллеги, а сколько наши друзья. Я сделала такое предложение, и любезно они согласились, отозвались на этот призыв. И сегодня на этом концерте была возможность услышать наших коллег с их произведениями, которые они сегодня исполняли. Не только наша школа, но и вторая музыкальная школа искусства и детская музыкальная школа номер 5. Несомненно, играть в концерте вместе с педагогами – большая честь для юных дарований и, безусловно, огромная ответственность. Произведения Шопена и Баха, Чайковского и Бетховена, познание музыки – то, что формирует в детях культурное, эстетичное восприятие окружающей жизни, обостряет чувственно каждый ее штрих, уникальный и неординарный, под аккомпанементы чудо-явления Ее Величества музыки. Уважаемые телезрители, была вся информация к этому часу. Оставайтесь на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи.